мастер, часовая тетради. Собери ребенка в школу. Новые комплекты школьных принадлежностей раздали сегодня. Совсем скоро из этих больших котлов по центральной теплотрассе пойдет горячая вода. Ремонт и профилактика котельных. Готов ли Малгобек к отопительному сезону? Расскажем. Я думаю, подобные шутки надо прекратить, а она не к лицу никому. Неуловимый незнакомец. Странные слухи о странном человеке распространяют в регионе. Лечиться сидя верхом – один из эффективных и действенных способов реабилитации. Детей с тяжелыми недугами лечит иппотерапия. Проект «Призер» конкурса президентских грантов. Во-первых, мы будем выезжать на соревнования. Во-вторых, финансовая база у нас поднимется. Можем турниры проводить. Икажевский ФОК в новом статусе. Школа Олимпийского резерва. Какие возможности это открывает? Это время новостей на Национальном. Добрый вечер. Ингушетию планируют разделить на 3 зоны и отобрать для каждой отдельного регионального оператора. Тему обращения с твердыми коммунальными отходами обсудили на совещании в правительстве. Подробный доклад руководителю Кабмина представил министр природных ресурсов. Так стало известно, что компания, выбранная в 2018 году для транспортировки отходов, со своей работой не справляется. Министерство подало исковое заявление о расторжении соглашения. Кроме того, на собрании обсудили и планы по ликвидации свалок. Подробности далее. Всего по данным Минприроды, сейчас на территории республики имеется 15 крупных свалок отходов. По словам исполняющего обязанности министра, 2 свалки в Карабулаке и Малгобеке, являющиеся объектами накопленного вреда окружающей среде, включены в федеральные проекты «Чистая страна», нацпроекты «Экология» для их рекультивации в последующие годы. С 2023 года планируется организация работы по ликвидации свалки в Назране и сельских поселениях республики. Обсуждая иные факторы, негативно влияющие на экологическое состояние республики, участники совещания затронули вопрос пресечения сброса неочищенных сточных вод от частных домовладений. Все необходимые работы по подготовке и реализации данного мероприятия нами уже выполнены. Данная свалка, наша заявка уже направлена, и площадь рекультивации данной свалки составит 20,8 гектара. Город Суджа, муниципальное образование республики не обеспечено очистными сооружениями. По поручению главы республики Минприроды Ингушетии заброшена проанализирована информация о существующей схеме водоотведения учреждений подвергнутся Минздраву Ингушетии, Минобразования Ингушетии, Минспорта Ингушетии, Минкультуры Ингушетии. Согласно представленной информации, 14 учреждений республики не эксплуатируются предусмотренные проекты с методом признания очищения сооружений. Соответствующая информация нами направлена в правительство республики. Также проблемой является сброс неочищенных сточных вод в частном домовладении. Минприроды Ингушетии регулярно проводит следующие мероприятия в целях выявления и пресечения экологических нарушений на водных объектах. В результате проведенных этих мероприятий за последние 4 года, 16 по 20 годах, было выявлено и ликвидировано свыше 150 канализационных труб, незаконно выведенных в водные объекты и ливневой канализации владельцам частных домовладений. Из указано 150 труб, 130 труб загрязняли реки федерального значения, это Суджа и Назранка. Данная положительная практика будет продолжена, и хотелось бы также отметить, что все эти 150 нарушителей были привлечены к административной ответственности. Владимир Сластенин отметил повышение эффективности работы ведомства, поставив вместе с тем задачу усилить деятельность по осуществлению экологического надзора. Действительно, очень центральный вопрос в нашей жизни, вы знаете, у нас водоснабжение, водоотведение в очень сложной ситуации. У нас, по-моему, централизация в городе Магаз происходит, водоотведение в остальных городах. Нет очистных сооружений. Получается, что экология у нас ужасна, чтобы Роспотребнадзор изучил ситуацию эту с точки зрения нормативов. Глава, будучи в командировке в Москве, на первом месте стояла проблема воды чистой, а на втором как раз экология и водоотведение. Поэтому я прошу продолжить эту работу в таком же темпе.
Ну и с подключением вот всех, наверное, контролирующих органов и обращения к жителям, все-таки, это так же, как с мусором. Экология в республике оставляет желать лучшего. Даже тот факт, что наши рыболовы в Сунже отпускают рыбу обратно в реку, боясь ее употребить, уже говорит о многом. Дальше нас просто ждет экологическая катастрофа. Нам важно срочно предпринять шаги для устранения озвученных проблем, заключил председатель ингушского правительства. Хава Султыгова, Хусейн Гагиев, Ахмед Парчиев. Новости 24. Накануне старта учебного года школьникам раздают подарки. Портфели «Скан» с товарами получают дети из семей, нуждающихся в поддержке. В марафоне добра уже традиционного в Ингушетии приняли участие члены региональной ассоциации «Матери России» и ветераны боевых действий. Тамара Хашагульгова продолжит. Тетради, пластилин, альбомы для рисования и цветная бумага. В общем, все, что поможет развить творческий потенциал особенных ребят. Фатима Танкеева в Центре непрерывного образования для детей с ОВЗ работает не первый год. Таким презентом женщина очень рада, ведь для нее главное – это здоровье подопечных. Оно во многом зависит именно от того, насколько тщательно организован процесс обучения и реабилитации, и хватает ли всего необходимого инвентаря. Развивалась моторика рук, развивалась речь устная и письменная у этих детей. И для них это очень хорошее подспорье. Как пластилины, как краски. У нас очень много направлений, в этих направлениях работают все педагоги. Как учителя трудовой подготовки, домоводства, так и учителя по доп. Образованию. 1 сентября – праздник не только для детей. С началом учебного года поздравляют еще и педагогов. Ведь от их отдачи зависит результат реабилитации учащихся. Ты считаешь своим долгом хоть чем-то помочь, ты должен внести вот эту лепту, чтобы родители, вот этот осадок, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был здоров, чтобы, вот, знаете, стимулировать, что ли, именно коллектив, который работает с этими детьми, вот силы терпения. Если для активистов региональной ассоциации «Матери России» благотворительные акции уже добрая традиция, то ветераны боевых действий в этом деле новички. Мы присоединились к такой благой акции, потому что считаем, что таким детям особенно нужна помощь, и это благое, хорошее дело. Это сейчас здесь непривычно тихо. С 1 сентября ребята вновь переступят порог родного центра. К слову, главная особенность заведения – оно дает возможность детям с ОВЗ получить образование, начиная от дошкольного до среднего профессионального. Именно поэтому коррекционное заведение и именуется Центром непрерывного образования. Обучаются у нас дети, и у нас есть 3 структурных подразделения. Это дошкольное образование, школьное образование и среднее профессиональное образование уже с прошлого года. Поэтому у нас, получается, детей в дошкольном возрасте у структурного подразделения обучается порядка 200, школьное образование порядка 300. И так как колледж у нас открыт относительно недавно, только год существует, в колледже у нас обучалось на прошлый год 11 и 12 классы. Это уже они отличаются от среднего профессионального образования, но это классы, колледж-классы, где работа идет практическая по привитию им трудовых навыков. Образовательная программа такая же, как и в обычной школе, с той лишь разницей. Каждому нужен определенный подход. Кстати, к новому учебному году практически все готово. Все нюансы учтены, в том числе и касающиеся эпидемиологической безопасности. Здесь остался у нас последние штрихи, это вывесить вот эти стенды и оформление. И, естественно, провести влажную уборку. Остальные учебные кабинеты, все, как вы увидели, они готовы к новому учебному году, все сделано. Осталось вот эти коридоры провести работу и все. И, естественно, сегодня проходит у нас последний такой контрольный, скажем так, субботник всеобщий на территории уже. Все условия для ребят созданы. Теперь осталось только хорошо учиться и лечиться, радуя родителей и педагогов своими успехами. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Акцию «Собери ребенка в школу» поддержали активисты партии «Единая Россия». Школьные комплекты с пожеланием отличных отметок раздали сегодня в Сунже. Хава Газикова продолжит тему. Для многих родителей август стал жарким месяцем не только в плане температуры, ведь детей необходимо собрать в школу. А сделать это некоторым довольно непросто, учитывая цены на школьные товары. Поэтому активисты единороссы решили присоединиться к акции «Собери ребенка в школу». Пластилин виден? Игби пластилин. Фломастер, рисовать иди. Тетради иди.
В одном таком рюкзаке находится несколько штук тетрадей, ручек, пачка фломастеров, а также альбом для рисования. В общем, стандартный набор канцелярий для учащихся начальных классов. Пока одни в который раз переступят школьный порог, другие в поход за знаниями отправляются впервые. Знакомство со школой предстоит и Исламу Расуеву. Подарку будущий первоклассник очень рад. Нравится. Нравится? А ты не хочешь узнать, что там внутри? Хочу. Посмотри. А пока что там дома посмотрю. Наборы специально предусмотрены как для мальчишек, так и для девочек. Больше самих детей такому подарку радуются их родители. Лида Баркинхоева, к примеру, воспитывает детей одна. Для меня это огромная помощь, если честно. Просто когда у вас два школьника, если хоть что-то помогает, это здорово. Инесі оқшы дештадағы школда учительда истқала қайнегі хайни вашда алцпка школе детям беш сунч оху. Акцию «Собери ребенка в школу» единороссы проводят на протяжении 7 лет. Ежегодно подарки в виде портфелей с канцелярскими наборами получают порядка 300 детей. В принципе, с первых дней работы местного отделения ведется учет малоимущего населения, если касательно города, допустим, городского округа, город Сунжа. И по ним уже мы отслеживаем социальное положение населения, и по ним уже как бы созваниваемся, спрашиваем, как у них, ну, что, может, у них что-то изменилось, допустим, да. И, в принципе, таким путем составляли списки и непосредственно взаимодействие с секретарями первичных отделений, которые у нас есть на местах. Планируют провести акцию организаторы непосредственно и в День знаний. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Системы теплоснабжения готовят к холодам. В республике 6 котельных, 2 из них отапливают Малгобек. Сейчас там проходят ремонтные работы. Тепло в дома жителей подадут 15 октября. И, как заверяют коммунальщики, поступать оно будет бесперебойно. Время покажет. Как готовиться к холодам в городе Воинской Славы, расскажет Муслим Ганиев. Теплу в квартирах и социальных объектах Малгобека быть. До наступления отопительного сезона 1,5 месяца. А городские коммунальщики уже выходят на финишную прямую. Готовность 80%. Тепло в многоквартирные дома и социальные объекты Малгобека поступает из первой городской котельни. Сейчас ее работники проводят последние штрихи перед отопительным сезоном. Совсем скоро из этих больших котлов по центральной теплотрассе пойдет горячая вода. В Малгобеке 2 котельни. Основная вот эта, а еще запасная для экстренных случаев. Сейчас коммунальщики завершают сварку первого котла, который чуть было не прорвало прошлой зимой. Мы устраняли неполадки в первом котле. У нас там появилась за зиму грыжа. Мы ее устраняли, вырезали кусок металла и заменили его. Потом разрезали мы ниши котла и прочищали, оттуда вытаскивали весь мусор, шлаки, все. Всего в городской котельне 3 котла, 2 основных и 3 запасной. Тепло из этих поступает в 41 многоквартирный дом, около десятка социальных объектов, а также объекты малого и среднего бизнеса, которые располагаются на первых этажах. Необходимо для полного сдачи объекта это приобретение для химводоочистки соли технической, которая используется для сохранения котлов и умягчения воды. Далее вот персонал переподготовить, который необходимо, тоже мы в ближайшее время планируем это завершить. Самая главная проблема малгобекских коммунальщиков – это ветхие сети. Некоторые трубы центральной отопительной системы проложены в 50-х годах прошлого века, из-за чего часто происходят порывы, а во время ремонта приходится отключать целые кварталы. В городе необходимо, мы столкнулись с прошлым годом рядом проблем, которые в связи с недержанием запорных арматур, то есть задвижек, нам пришлось отключать целые квартала. Поэтому мы в этом году хотим установить более 10 задвижек на отключение непосредственно тех участков, которые в случае аварийности, так как в городе вся теплосеть она находится в ветхом состоянии, поэтому есть такая необходимость в случае аварии, чтобы мы могли отсекать определенные участки. За одну подготовку этого сезона, я думаю, мы не справимся, но при всем при этом мы максимально многоквартирным жилым фондом будем работать, чтобы в следующий год у нас был более надежный, более эффективный.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются коммунальщики, это безответственное отношение к системе отопления жильцов квартирного фонда. Иной раз из-за неисправности только одной батареи в какой-то квартире приходится отключать отопление в целом подъезде, а то и весь дом оставлять без тепла. К сожалению, не все наши граждане города понимают о том, что и они должны готовиться к этому отопительному сезону. То есть, если батареи, регистры отопительные, они засорены или уже на грани того, чтобы лопнуть, а это внешний вид показывает эти симптомы, нужно понимать, что их тоже надо готовиться, надо заменить заранее. И поэтому у меня, пользуясь случаем, такая просьба к жителям города тоже, чтобы подготовились к этим моментам, по возможности установили автоматические клапана для вытравливания воздуха. Отопительный сезон в республике должен начаться 15 октября, а значит, у служб ЖКХ остается 1,5 месяца, чтобы провести анализ прошлогоднего сезона и устранить недочеты. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24. Историю, схожую со сценарием триллера, распространяют в регионе по сарафанному радио. По сюжету мужчина заходит в чужие дворы и, поняв, что его обнаружили, сбегает. Более того, незваный гость обладает неимоверной скоростью, и поймать его не удается. Правда или вымысел? И кому нужно нагонять страх на жителей, и чем это чревато с точки зрения религии, расскажет Светлана Томова. Правда или фейк? Эта новость быстро облетела республику и вызвала резонанс среди жителей. В аудиообращении молодой человек со знанием дела рассказывает, как некий неизвестный и неуловимый якобы проникает в чужие дворы и призывает всех быть бдительными и осторожными. И сам Костоев один из тех, кто поверил в эту историю. Мальчик признается, что очень испугался, хотя даже сейчас не до конца уверен, правда ли это. После того, как я прочитала это в интернете, я уже боюсь, что он ко мне зайдет. Так что я всегда закрываю двери за собой, когда ухожу к кому-то. Но одним этим обращением желающие нагнать страх не остановились. Дальше больше. Молодые ребята стали снимать ролики якобы о неуловимом преступнике. Свои слухи подкрепляют вот такими видеороликами. Аллаху акбар, Аллаху акбар. А в некоторых случаях и вовсе доходит до маразма. В очередном аудио одна из жительниц республики рассказывает, как средь бела дня к ним во двор забежал молодой человек. Ловкий и быстрый. Его удалось поймать. А на вопрос, зачем пожаловал в чужой двор, ответил, что за ним гонятся и он убегает от преследователей. Мы не успели его разглядеть, настолько это было все быстро. Также, по словам женщины, позже выяснилось, что молодой человек был под воздействием наркотических средств. С его родными уже поговорили, и конфликт исчерпан. Именно те люди, которые употребляют наркотические препараты группы амфетаминов, то есть это и есть так называемая соль, так называемая скорость, у них действительно два вида психических нарушений бывает. Первый – это бред преследования. Он абсолютно уверен, что его преследует какая-то группа людей. Вот эта группа людей его настигнет. Убегая от них, он может совершать какие-то опасные и для себя, и для окружающих действия. Может очень так вот настойчиво требовать, чтобы его укрыли, чтобы его спрятали, ему дали какую-то возможность убежать через там окно, дверь. Всякое там может быть, в зависимости от ситуации, где он оказался. Кто-то из пользователей соцсетей под постами поделился, что нарушители спокойствия видели в Икажево. За разъяснением этой ситуации наша съемочная группа обратилась в местную администрацию. Такие вещи в Икажеве никто не наблюдал. Я не знаю, одни говорят в Икажеве, другие в других местах. Но маловероятно, что это на самом деле произошло. Я не знаю, кто-то пустил этот фейк. Подобные шутки, конечно, из ряда вон выходящие. Возможно, молодые матери могут перепугаться, но абсолютно такого действия, чтобы кто-то перепугался, куда-то обратился, пока не выявлено. Я думаю, подобные шутки надо прекратить, а она не к лицу никому.
Как бы то ни было, люди в этой ситуации разделились на два лагеря. Тех, кто поверил в существование неуловимого хулигана и опасаются за свое имущество, и тех, кто относится к этим рассылкам скептически. У нас женщин больше сидят дома одни. Конечно, это боязно. Дети бегают по двору или на улицу выбегают. Это очень боязно. Но мне кажется, что этот человек, или он психическим отклонением человек, больной человек, бывает такое, что дома удержать не могут, что с ним справиться не могут. Это тоже может быть. Ну, лично мое мнение, это просто сказка, придуманная каким-то пацаном, наверное. Выкинул ролик в интернет ради лайков и все. В этом ничего такого нету. Если бы это было бы, то уже были бы приняты какие-то меры. Даже сдали нагаса, может быть, с отцом жился газ, оно аряка, вивилер дух, ходы игр халх алчах, азия, тацутер хат ица, да худвар жилат, из хоздуат хамда, бусып сага дуагш хамдат, галгайчун хет дат, судачи харц хамар сырылдычи, дик подаруй масняры. С точки зрения ислама, говорить неправду и распространять лживую информацию даже в шутку запрещено. А тем, кто ради хайпа и раскрутки своей страницы в социальных сетях выставляет ложь на показ, придется отвечать перед Всевышним, напоминают религиозные деятели. شيء أمتى بوج بناخ ما الله غلط يدوش خو بيانتسو ما الله قنا ديش خو بيانتسو أم بعده شيء أمتى بوج بناخ وابر بوج خو بات يانتسو أخ جتر إيش لوجده وابر بوجش بيجش دقة همه يخون تسخونه قيرم تشوفوسش نخسو قيرم بيش خون وابر بوج جتر إيش ده سنتو هونه استخن أجيلش دول إذا حقوش رولكش باج بولنخ إيش كيجي نخونه Религиозные деятели призывают жителей республики не распространять недостоверную информацию и прекратить вводить людей в заблуждение. Светлана Томова, Магомед Даскиев. Новости 24. В сети интернет можно увидеть все больше неприятных свадебных эксцессов. Любая веселая забава может перерасти в безрассудство. Пример – безобидная дань обычаям, перекрытие дороги, свадебные процессии. Главные участники – дети, цель – получить выкуп. И тут важно не переусердствовать. А как бывает, если приступить тонкую грань традиции, увидим в сюжете Муслима Ганиева. Бесцельная стрельба, дрифт на дорогих иномарках, гонки за первое место после машины с невестой. Именно такие ассоциации возникают у некоторых молодых людей свадебная церемония. Но это игры для старших. А вот для подростков есть другая свадебная забава. И называется это «Откуп за невесту». В чем его смысл и можно ли просто откупиться деньгами? Попробуем узнать. Смог ли откупиться участник этой свадебной процессии, так и не понял. Дети чуть было не залезли в салон автомобиля с требованием отдать им откуп. В итоге мужчина сдался и выполнил требования будущих родственников. Комментарии к данному видео излишни. Чем все закончилось, смотрите сами. В этой борьбе, как говорится, все методы хороши. Главное итог – сорвать куш. Давай, оттуда! Конечно, не на всех свадьбах дети ведут себя подобным образом. Кадры с другого торжества. Дети не лезут в машину и ведут себя очень сдержанно. Да и друг жениха грамотно отходит от кортежа и отводит детей подальше от машин. Откуп за невесту, в народе трос-тухар – это неотъемлемая часть ингушской свадьбы. Смыслов этого ритуала на данный момент несколько, но все они предполагают этичное поведение и уважительное отношение к родственникам жениха. Просто жених как бы выплачивал компенсацию роду невесты за то, что он забирает у них рабочую силу, потому что и еще в те времена девушка была активной участницей и в домашних делах, и в полевых работах, поэтому, забирая девушку, они как бы теряли рабочую
силу. И чтобы вот это как-то им компенсировать, жених и сторона жениха одаривали родственников невесты какими-то подарками, в том числе и детей. И раскидывая вот эти деньги, сладости, они как бы показывали свою щедрость, свой эздил и свое благородство по отношению к тейпу невесты. Магомед Халухаев, отец 5 детей, в собственном доме сыграл 3 свадьбы, женил сына и выдал замуж 2 дочерей. Мужчина вспоминает, как культурно вели себя на свадьбах в период своей молодости. Сколько он помнит, гостей всегда принимали с особым почетом, а поведение и воспитание некоторых современных детей никоим образом не идет в сравнении с ними в их возрасте. يعني خواهشا هم دلر أخ شيء سكت أيك شارع حقوقش ده أخ وسم داشك شاج همن كمرش خلر شاش ديا خزغلق سن خمبر. Так или иначе, эта традиция все еще остается актуальной в нашем народе. Вопрос в другом. Насколько родители готовы рискнуть здоровьем, а иногда и жизнью своего ребенка в этой борьбе, чтобы заполучить больше откупа. تخنج إيشتان دولك ماشين ده أريالها مش بيرجدي هون ماشين حديله كزجاش تدعد بيتلوش كابوتش تدعد بيتلوش تاش خالق صغر شيخش اسمه هماش خالص هذا سكوادي هون سكاتش ملا ولي داخل بيس مش بيرج شو داش خليس. Это вина наших старших. И все, вот мне очень бывает горько, когда смотреть на такие случаи, когда я делаю замечания, вокруг которых стоящие говорят, ну они дети, пусть они делают. А дети такие, они думают, что это правильно и дальше продолжают в других местах. Пользуясь случаем, я хотел обратиться всем гражданам нашей республики, чтобы мы не теряли свой этикет, традиции, обычаи. Прекрасных наших традиций ингушского народа, наверное, ни у кого нету. Неэтичное поведение детей на свадьбе не всегда их вина. Большая часть ответственности лежит на родителях. Именно они с детства должны прививать подросткам уважение к ингушским адатам и традициям, своим примером показывать, как себя вести на свадьбах и других торжествах. Муслим Ганиев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов в ходе поездки в селение Мужичи осмотрел площадки строительства лесоперерабатывающего комплекса и реконструкцию республиканского спортивно-тренировочного центра. Сейчас полностью завершены работы по кровельному покрытию 3 спальных корпусов, столовой, спортзала, складских помещений административного здания. Во всех постройках усилен фундамент, благоустраивается прилегающие территории, где размещены футбольное поле и теннисный корт. Кроме того, строится новый спальный корпус. Запуск объектов запланирован до 2021 года. Все подробности в сюжете. Комбинат по переработке леса инвестором реализован на 80%. Цель предприятия – организация непрерывного цикла перерабатывающего производства от получения первичного сырья древесины и его распила до изготовления готовой продукции – брус, доска, мебельный щит, погонажные изделия. Насколько вентиляция у тебя здесь? Вентиляция, не задушишь людей здесь? Нет, вентиляция здесь рассчитана, этот 800 кубов в час вентиляция, а остальные 2 цеха будет по 1000 кубических метров в час. Сдача объекта конец декабря 1, он раньше сколько планировали, да, а к концу октября уже запустится полностью Ярик-завод. Ярик-завод. И сколько у тебя кубов? У нас изделий сколько будет? Изделий у нас будет где-то 500 кубов в месяц. Не-не-не. Категория. Мебельная доска, мебельный брус. Ну сколько? 10, 15? 150 кубов планировано в этом цеху производить мебельной доски и мебельного бруса. Категории, скажи, 10 у тебя их, 5 их. Категория всего где-то 6 видов. 6 видов? Да. Мебельный щит, как срочно. И какая прибыль у тебя будет? Прибыль, да, в аренде. Не, у тебя соглашение есть? Куда ты будешь продавать это? Есть, сейчас расскажу вам. У нас есть соглашение в данное время, если на внутренний рынок, это с Тульским заводом, доком. Уже да, есть? Уже есть, подписан. Это внутренний рынок, у нас 2 завода, которые конкретно с нами договор заключают. Это Тульская область, Московская область. Так. Московская – это внутренний. Потом внешний рынок – это Турция. С Турции уже 2 раза представители приезжали. Именно. То есть сбыт у тебя налажен? Это самое главное, да, кстати. А вывоз как у тебя будет? Вывоз будет своим транспортом, если будет... Железнодорога? Нет, через Новороссийский порт будем открывать. А внутренний рынок будем машинами. Нет, ну ты Новороссийска на машину, что ли? Да, комбинированный транспорт.
Почему не ЖД? Ну, ЖД тяжело там, это погрузка, они там построили, а возле загрузился и сразу через 3 дня уже на порту машина. Она более оперативно, да, идет. Мы эту логистику... И сколько кубов она везет? Ну, где-то в среднем 40 кубов будет, уже готовый сухой продукции. Да, 40 кубов. Да. А сколько вырабатывать примерно? Что ж прогноз? В месяц я буду где-то до 500 кубов. 500. Готовой продукции. Да. Делегированная ранее Минприроды Ингушетии задача по организации легальной закупки сырья у местных поставщиков, по словам руководителя ведомства Магомеда Юлоева, находится в работе. Уже проведен ряд встреч с местными лесниками, ведутся переговоры для достижения взаимовыгодного для всех сторон соглашения. Таким образом, власти рассчитывают пресечь беспорядочную и незаконную вырубку лесов, обеспечить поставщиков стабильными заказами по рыночным ценам, а комбинат сырьем. Официально цены разрешены, да, цена, бог, вот дать им там делянки, давать, ну не знаю, как эта процедура, а потом мы с тобой говорили об этом, чтобы он складировал здесь, и надо будет, использовал и продавал его, ну, цан пейт запретить, ну, Дивейн, Алди, Хаммади, Вожмади, Болбат, ну, может быть, легализовать их, просто сказать, Хажил, здесь весь лес будет скупаться. Вот это возможно? Возможно. Нах голубя, хоз камял и Хажил за 6 тысяч домудок пёрс. За 10 тысяч хаец уахс. Шуаны пейт бы, угуны пейт бы. Юрта каманы пейт бы. Вот какая цель вот этого предприятия, организации. Реально, хамаш, хади. Не надо воровать, надо зарабатывать. В перспективе компания планирует строительство цехов по производству мебели и лакокрасочного на базе лесоперерабатывающего комплекса. Это позволит создать многофункциональное предприятие. Инвестор обратился с просьбой оказать содействие в его реализации. Руководство региона предварительно инициативу поддержало, поскольку ее претворение в жизнь способствует созданию рабочих мест и дополнительным налоговым поступлениям в бюджет республики. Махмуд Али Калиматов подчеркнул важность поддержки подобных предприятий для жителей республики, заявив вместе с тем, что соблюдение всех норм безопасности и наличие качественных очистных сооружений является приоритетом при их организации. Этот вопрос будет находиться под личным контролем главы региона. Не БУ там какие-то? Нет, это новые. Новые технологии? Откуда ты купил? Это с Китая мы привезли. С Китая? Да. Новые? Это нулевые. Вот сейчас собираем первые бочки. Сколько рабочих будет здесь? Здесь, да, Эндале по проекту рассчитан 46, но так как мы будем еще и лес рубить, да, Эндале до 70 дойдет. Вот, это у нас административный бытовой корпус. Здесь столовая, там кухня, здесь выставочный зал. Хас малилас. Асуну вот очистной чуей. Да, и Сейда полубья. Все, да. Понял? Я понял. Очистные не будут. Я вот лично вот себя спрошу. Берите, как хотите. Здесь должно быть, чтобы не вышло, чистое вы должны выйти. Ставьте локальные заключения. Мало того, очистные ставите сразу на обслуживание, с кем вы покажете договор. Техническое обслуживание. Далее руководитель региона посетил комплекс спортивной подготовки «Мужичи», построенный полвека назад. Он располагает сооружениями крытого и открытого типа, предназначенные для проведения соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных мероприятий по различным видам спорта. Центр весьма востребован, в том числе и благодаря своему расположению в предгорной местности, однако в последние годы он значительно обветшал, и возможности организации на базе спорткомплекса сборов и других мероприятий, инициированные в этом году восстановление и расширение центра, призваны решить эту проблему. Сколько человек работает здесь? На сегодняшний день 100 постоянно. Я вижу. Я здесь был, поэтому у меня сравнение есть. 3 месяца. Состояние. Да, вот есть новые лестницы, вот эти все. Вентиляцию двигателя. Вот это то, что говорили, опять же, укрепи. Хорошо. Душем спортсменов? Нет, сейчас такого нет. Там же вентиляция. Вентиляция везде есть. Есть. Объект должен быть цельный здесь. Цельный. И освещение здесь должно быть. Вот везде столбы уже стоят, сейчас уже светильники устанавливают.
Расположение спортивной базы в Среднегорье привлекательно как для спортсменов со всей страны, так и для туристов. Нужно подчеркнуть то, что нам подарила природа, облагородить прилегающую территорию, организовать парковку и места отдыха. Тогда люди потянутся к вам, и центр будет более востребован, заметил Махмуд Али Калиматов. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Новости 24. Фонд МИАЛ проводит бесплатные курсы ипотерапии для детей с инвалидностью. Этот вид лечения имеет давно доказанное положительное воздействие на ряд тяжелых заболеваний. Аутизм, детский церебральный паралич, инсульт. Все это показания к занятиям верховой ездой. Благотворительный проект выиграл в конкурсе фонда президентских грантов. Все подробности в репортаже Зелимхана Калоева. Привет! Лошадка, привет! Пятилетний Абдулмалик лошади давно не боится. Напротив, любит и даже приходит на занятия с особым восторгом. У мальчика ДЦП, и ипотерапия ему просто необходима. Перед тем, как оседлать коня, маленькому рыцарю надевают доспехи. Смягчающий, он ремень ждал. То есть он в любое время, он кост фиксирует еще, в любое время он контролирует полностью его голову, контролирует его тело. Я тебе специальный. Контролирует, еще держит, контролирует, да, он. Есть момент, могу я удержать, потому что каждый бердаш контролирует ты можешь. Но я безопасности фиксировать дуазу, он не стал, он бог низкую помощь. Рядом несколько инструкторов. Такая реабилитация считается самой эффективной для детей с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и страдающих различного рода нарушениями опорно-двигательного аппарата. С ребенком разговаривают, учат упражнениям и просто играют. Я бросаю. Синий. Мяч. Но такая игра для детей только на пользу, как и конная прогулка. Лошадь передает всаднику более 100 разнообразных движений. Преимущество ипотерапии – возможность многократного повторения всех этих движений. При этом удается избежать монотонности, как, например, в занятиях на тренажере. Лошадь не может надоесть. Для занятий по ипотерапии подбирают только спокойных и уравновешенных лошадей. Животных готовят адекватно реагировать на различные раздражители и подстраиваться под наездника. Лечиться сидя верхом – один из эффективных и действенных способов реабилитации. Умное животное как будто понимает, что на нем особенный всадник и четко выполняет команды тренера. Инструкторы по ипотерапии прошли курс обучения у своих петербургских коллег и используют в лечении только лучшие методики. Мы консультируемся со специалистами в Питере, пересылаем их диагнозы, какие упражнения им лучше будет, какое это. Мы их привозили сюда, этих специалистов, после того, как мы отучились там, мы их привозили их сюда, они и здесь нас доучивали. То есть мы на повышении квалификации были. Это не просто езда, ты должен знать, ты можешь как и пользу, так и можешь повредить, если ты не знаешь, что с этим ребенком. Без разрешения врача определенно, что этому ребенку пойдет это на пользу, мы ребенка не берем. Ася Албакова на реабилитацию вводит сразу 3 своих детей из-за проблем с тазобедренными суставами. Результаты женщину радуют, лишь бы не сглазить, шутит она. По состоянию здоровья до этого назначить вообще дикий процедура. Продвижение жидкого, даже вот по состоянию неврологические продвижения жидкого в лучшую сторону. Это то, что у нас разница 6 сантиметров, более-менее даже дадут на улучшение ее лучше. Бесплатные курсы ипотерапии для детей с инвалидностью проводят сотрудники благотворительного фонда МИАЛ. Все это стало возможным и доступным благодаря выигранному проекту на конкурсе фонда президентских грантов в направлении социальная поддержка и защита граждан. 6 процедур каждому ребенку мы даем бесплатно. Мы занимаемся 4 раза в неделю. Это понедельник, вторник, среда, суббота. Группа у нас набирается 5 человек. И по 5 человек в день мы проводим занятия. Записаться на занятия может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в благотворительный фонд МИАЛ. Конные прогулки помогают не только развить чувство равновесия, но и улучшают настроение ребенка. А после сеанса ипотерапии обязательное «Спасибо лошадке». Похвали лошадь, скажи спасибо, Сафа. Спасибо. Вот. Молодец. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.
В этот день ровно 5 лет назад ушел из жизни прославленный ингушский спортсмен Ислам Тимурзиев. Он любил жизнь и спорт, заслужил уважение тренеров, упорно шел к своей цели и стал настоящим профессионалом своего дела. Талант Тимурзиева признавали звезды мирового бокса. В память об ингушской легенде бокса в Назране провели отборочные соревнования на мастерский турнир среди сборных команд СКФО. Подробности в сюжете. Боксеры в ринге сегодня бьются не за медали и грамоты, а за шанс попасть на мастерский турнир по боксу среди сборных команд из регионов СКФО. Отборочные спарринги посвятили памяти легендарного боксера, обладателя различных кубков России и мира, заслуженного мастера спорта Ислама Тимурзиева. Первая пара претендентов на путевку в ежегодный всероссийский турнир соревнуется в весовой категории 57 килограммов. С первых секунд заметно, что боксер в синем немного превосходит своего соперника, а в последующих раундах и вовсе выходит вперед по очкам. Судьи единогласны в своем решении. Подготовился где-то за неделю-две. Я первый раз выступаю по мужикам, до этого был в юниорах. Так, Ислам Тимурзиев отдал гештолт. Он был очень хорошим боксером. Мне нравились его бои, как он боксировал. Ты наблюдал, да? Да, я был его фанат. Прославленный спортсмен и легенда ингушского бокса. Ислам Тимурзиев увлекся этим видом спорта в 12 лет. Тренер сразу заметил талант и огромный потенциал в своем ученике. Тогда и началась жизнь на ринге одного из самых быстрых и зрелищных тяжеловесов в российском боксе. Ислам Тимурзиев был величайшим человеком, можно сказать, легендой нашей республики в этом виде спорта. И вообще сам человек, как добрейшая душа. Я его не так уж особо знал, но я занимался в свое время в России, в Москве. Но мы на сборах встречались, он был талантливым человеком, вообще величайшим, можно сказать. Он был не только великим спортсменом, но и достойным сыном своего народа. Так отзываются об Исламе все, кто его знал при жизни. Всегда строго и ответственно относился к тренировкам. Многие, кто решил связать свою жизнь со спортом, сделали это в первую очередь, следуя примеру Ислама Тимурзиева. С кого-то брал пример, с кого-то видел, что по его примеру я тоже стал боксером. Есть. Наши боксеры есть. Например, Ислам Тимурзиев очень хороший человек. Он много оставил после себя. Делал очень большой результат. Аллах гештолт, этом болт. Тяжелый недуг не позволил Исламу Тимурзиеву реализовать весь свой боксерский потенциал. Почти 10 лет он мужественно боролся с тяжелой болезнью и ушел из жизни в возрасте 32 лет. Это стало невосполнимой утратой для семьи, для народа и всего боксерского мира. Чемпион России, обладатель Кубка мира и Европы. В свое время Вячеслав Яновский, олимпийский чемпион 1988 года, назвал Тимурзиева российским Мухаммедом Али. Легендарный боксер ушел из жизни рано, но оставил огромный след в истории ингушского бокса. Доказательство тому эти ребята, которые продолжают славный путь нашего земляка и мечтают заявить о себе на мировой арене. Михаил Тангиев, Марбек Мержоев, Новости 24. Ингушский пауэрлифтер Зримхан Чуджоев стал победителем первого этапа чемпионата мира «Золотой тигр», который проходит в эти дни в Сочи. Таким образом, спортсмен стал двукратным чемпионом мира по пауэрлифтингу. Зримхан выступал в весе выше 82,5 килограммов с результатом 175 килограммов в дисциплине жим, штанги, лежа. Он смог обойти в своей сетке более 30 соперников. Всего на чемпионате мира «Золотой тигр» выступило 700 человек в 19 весовых категориях. Трехкратным чемпионом мира на этом же турнире стал Рустам Кукурхоев, одержав победу в 3 дисциплинах – военному жиму, пауэрспорту и русскому жиму. Это не первый его выход на «Золотом тигре». В прошлом году он также выступил в 4 дисциплинах, став обладателем 3 наград. Спортивному учреждению единоборств Икашева присвоили статус школы Олимпийского резерва. Здесь воспитали не одного чемпиона. Какие изменения ожидает кузница успешных файтеров и как сейчас проходят тренировки ФОКи, расскажет Идрис Ижиев. В этих стенах воспитали не одно поколение чемпионов. Школа Олимпийского резерва, статус которой получают лишь единицы. ФОК Икашева давно зарекомендовал себя профессиональным центром для подготовки чемпионов. Новый статус позволит улучшить условия для занятий, а также чаще проводить сборы и выезды. Посовещались в Российском спорткомитете, нам решили это звание дать большие ценности. Во-первых, мы будем выезжать на соревнования. Во-вторых, финансовая база у нас поднимется. Можем турниры проводить. Еще дополнительно сборы можно проводить.
В республике теперь 2 школы по подготовке Олимпийского резерва. Однако только физкультурно-оздоровительный комплекс Выкажево получил этот статус на разные виды спорта. Здесь занимаются тяжелой атлетикой, боксом, борьбой разных стилей и дзюдо. Именно японская борьба является флагманом центра. Сейчас тренировки потихоньку возобновляются, а спортсмены входят в прежний ритм. Никто из ребят и не мог подумать, что после длительного простоя они вернутся не в родной зал, а уже в школу по подготовке олимпийцев. Новая система принесет массу полезного в наше развитие, считают воспитанники. Turnier ist doch schon 8 Jahre, Turnier ist auch dort, was ich sehen war, ist doch schon mit der Heim ist doch schon 8 Jahre da auch dort hat. Необходимая кадровая база в центре есть. Высококвалифицированные специалисты тренируют молодежь по всем канонам олимпийской системы. Сейчас здесь тренируются более 1000 спортсменов со всей Ингушетии. А новый статус позволит еще больше популяризировать спорт не только в селении, но и во всем регионе. Эта школа Олимпийского резерва стала больше, я думаю, будет привлекать внимание родителей, они будут присылать больше детей, больше заинтересованности. У нас много чемпионов. Есть на кого равняться, я думаю, это большой плюс для нашего зала. Сейчас в новой школе Олимпийского резерва новая программа тренировок только на начальной стадии разработки. Со временем занятия, оборудование и условия будут улучшаться, как того требуют олимпийские стандарты. А пока воспитанники продолжат усиленно заниматься любимыми видами спорта, ведь на носу новые турниры и соревнования. Идрис Ижиев, Ахмед Гандаров, Новости 24. На этом у нас все. Оставайтесь на